Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. 75 лет прошло с того момента, как советскими войсками было поднято знамя Великой Победы над Рейхстагом. 9 мая вся страна отметила великую дату – День Победы. Канашских ветеранов поздравил глава администрации Виталий Михайлов. Дорогие ветераны, труженики тыла, уважаемые канашцы, гости нашего города, поздравляю всех с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Город Канаш внес немалую лепту в эту победу. Из города в годы Великой Отечественной войны на фронт было призвано 2550 человек. 827 из них не вернулись, сложив головы и пропав без вести на фронтах Великой Отечественной войны. 3 жителя города Канаша удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Но победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. За годы войны в городе было произведено 4 бронепоезда и 49 отремонтировано на Канашском вагоноремонтном заводе. Город выпускал продукцию как гражданского, так и военного назначения. Большое количество продукции, считая продовольствие, одежды, конные повозки, было отправлено на фронт. Люди работали по 20 часов в сутки. Спасибо вам, дорогие ветераны, за мужество, стойкость и отвагу, проявленную в годы Великой Отечественной войны. Низкий вам поклон. Желаю вам здоровья, мирных и счастливых дней. С праздником вас, дорогие ветераны! С Днем Победы! В этом году администрацией города было запланировано большое количество различных мероприятий по случаю Дня Победы. К сожалению, из-за ситуации с коронавирусом почти все они были перенесены или отменены. Однако 8 мая возле Дворца культуры без зрителей прошел небольшой праздничный концерт. Самые драматические события в жизни страны оставляют впечатляющую летопись в прозе, поэзии, фильмах, живописных полотнах, памятниках, а главное – в песнях. Только страшная и жестокая война может породить песни-призывы, песни, вдохновляющие на справедливую борьбу с врагом. Говорилось, что фронтовая песня – это винтовка, что враг боится песни больше, чем огнестрельного оружия, что боец-песенник будет сражаться до последнего, не сдаваясь и не отступая. Спросите любого ветерана о роли песни на войне. И с большой вероятностью услышите в ответ известную всем поколениям фразу из любимого фильма. «Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне». Как жаль, что в этом году из-за ситуации с коронавирусом были отменены почти все праздничные мероприятия в городе. Но Канашский дворец культуры смог организовать символический концерт для жителей города и самых творческих работников, которые в это сложное для страны время все же порадовали жителей живой фронтовой песнью. Дорогие наши ветераны, жители города, примите самые теплые сердечные поздравления от работников культуры с праздником. В этом году мы празднуем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Всем желаем крепкого здоровья, ветеранам долгих-долгих лет жизни. Счастья вам, благополучия. Уважаемые ветераны, от себя лично и от коллектива Городского дворца культуры разрешите поздравить вас с этим замечательным праздником, 75-летием Великой Победы нашей страны над фашистской Германией. К сожалению, в этом году нам не получилось дать концерт вживую, но мы вышли из положения и записали наш праздничный концерт, посвященный этому великому дню, онлайн. Смотрите нас по телевидению. Время течет неумолимо. И важно, чтобы внуки и правнуки помнили тех, кто подарил им мирное небо над головой. Именно с этой целью организована акция «Стена памяти». По инициативе командующего Центральным военным округом военные комиссариаты муниципальных образований и субъектов проводят акцию «Стена памяти». Мы сегодня тоже сами присоединились в военный комиссариат города Канаш, Канашского и Янтиковского района. Нам очень приятно, что такие мероприятия проводятся для будущего поколения.
С первых же дней войны в Канашский райвоенкомат, райком КПСС и ВЛКСМ поступили сотни заявлений от обычных рабочих и служащих города с настойчивым требованием немедленно зачислить их в действующую Красную армию. Я, Данченко Екатерина Анатольевна, хочу рассказать про своего деда, Ситухина Ивана Александровича, 1926 года рождения. В 17 лет его призвали на фронт. Всю войну он прошел, воевал с Японией. Помним и гордимся своим дедом. Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, родные и близкие наших любимых, уважаемых ветеранов, примите сердечное поздравление с юбилейным годом, 75-летием победы Великой Отечественной войны. Здоровья вам! Не было бы вас, не было бы победы. Не было бы победы, не было бы нас. Спасибо вам, низкий поклон. Из Канаша на фронт было призвано около 2500 человек. Из них не вернулось 827. Депутат Государственной Думы Николай Малов регулярно посещает ветеранов Великой Отечественной войны. В День Победы от его имени поздравили ветерана войны Арсентия Питеркина. Арсентию Капитоновичу сейчас 99 лет, и он с нетерпением ждал гостей. Соблюли все меры предосторожности и поздравили любимого всеми художника. Арсентий Капитонович с утра ждет гостей. Мы его увидели сразу же, как только подошли к дому. Он с улыбкой выглядывал из окна. Желаем вам жить долго-долго, долгих лет жизни, здоровья крепкого, всего самого-самого лучшего. Да? Это цветы? Это вам небольшой презент от Николая Владимировича, продуктовый набор и открытка от него тоже. Арсентия Питеркина в 1940 году призвали на службу на Дальний Восток. В июне 41-го он попросился на фронт. Попал в 33-ю гвардейскую пулеметную дивизию. В начале 43-го был ранен. После госпиталя его направили в 696-й отдельный батальон связи. Войну Питеркин окончил взятием Берлина. Награжден орденами и медалями. Он прошел всю войну. Сталинград, Курск, дошел до Берлина. В декабре этого года ему исполняется 100 лет. Он выходит гулять, любит природу, песни, живопись. Депутат Государственной Думы Николай Малов – хороший друг семьи Питеркиных. Он познакомился с ветераном несколько лет назад и с тех пор регулярно посещает его, интересуется здоровьем, оказывает необходимую помощь. От имени депутата Государственной Думы Николая Владимировича Малова вручаем подарочные наборы нашим дорогим и уважаемым ветеранам. Недавно были в Ядринском, в Красночитайском, в Валиковском районах. Сейчас приехали в Канаш специально к Питеркину Арсентию Капитоновичу, чтобы поздравить его. Николай Владимирович знает его очень давно, уже несколько лет. Арсентий Капитонович – радушный, добрый человек. Он признался, что был приятно удивлен и рад встрече. Из-за сложившейся обстановки Николай Малов не может лично поздравить ветерана, но в День Победы по телефону он связался со своим старшим товарищем и другом Арсентием Питеркиным и поздравил его с великой датой победы русского народа над фашизмом. Олеся Григорьева, Антоний Николаев, Елена Блатцева. Вести недели. В канун великого праздника наша съемочная группа посетила Музей славы Дома детского творчества. Он был открыт 7 мая 1986 года. Первым руководителем музея была учитель истории школы номер 1 Нинель Соловьева. Экскурсию провели директор Дома детского творчества Наталья Золотова и школьники города. Под ее руководством велась переписка с ветеранами, проходившими лечение в Ивако-госпитале, и родственниками умерших от ран бойцов, проживающими в разных уголках страны. Музей был реставрирован, и сейчас мы его видим в новом облике. Ивако-госпиталь номер 3070 общехирургического и терапевтического характера был основан 22 ноября 1941 года.
и располагался в зданиях школы номер 2, ныне Дом детского творчества, и школы номер 13, ныне школа номер 8. Главным хирургом госпиталя был назначен врач из Минска Самуил Юльевич Рудштейн. Начальниками госпиталя во время войны были Островский Абрам Израилевич, Софинская Зинаида Николаевна и Фим Макарович Макаров. В госпитале номер 3070 работало более 80 медицинских работников. Всего на территории Чувашии было размещено 17 эвакогоспиталей на 3100 коек. В музее собраны экспонаты времен войны. Каждая вещь – история. История одного бойца и целого народа. На карте стальных магистралей нашей страны можно увидеть город Канаш. На ней он обозначен небольшим кружочком, но через эту станцию в разных направлениях на запад и восток, на юг расходятся железнодорожные нити, соединяющие город со всеми регионами России. Своим рождением, становлением и развитием Канаш обязан железной дороге, ведь он прежде всего город железнодорожников, машиностроителей и строителей. Канаш и железная дорога – понятия неразделимы. История великая, огромная. Члены школьного парламента изучили все объекты города в военное и довоенное время. Рассказали нам о памятных местах. Канашское локомотивное депо – важная организация на железной дороге. История локомотивного депо начинается с 1893 года. Паровозное депо принимало паровозы для мелкого ремонта, для отстоя пассажирских и товарных поездов в суровые зимние времена, чтобы не заморозить машины. В 1939 году паровозное депо значительно расширилось. Оно имело свой пропускной парк и ремонтную базу. Дальше оно должно было развиваться и расти. Но планам помешала война. Ну вот и пришел долгожданный день. Отсверкал салют Победы. После войны произошли большие изменения в Канашском депо. Появились новые паровозы, которые поступили с заводов Польши, Румынии и Венгрии. Ребята подробно описали жизнь жителей города, героях, которые приблизили победу. Музей можно будет посетить после окончания карантина. Олеся Григорьева, Антоний Николаев, Елена Бладцева, Дом детского творчества. Весенний призыв в новом формате. Из-за пандемии приходится соблюдать особые нормы предосторожности и призывникам. За время весеннего призыва из 3 муниципальных образований города Канаша, Канашского и Янтиковского районов должны набрать порядка 150 молодых людей. Чем отличается этот призыв от остальных, в репортаже Ирины Константиновой. С 1 апреля в Чувашии начинается военный призыв на военную службу, который продлится до 15 июля 2020 года. Призывник Алексеев Илья, состояние здоровья А1. Родители живы-здоровы. Предварительно предназначен в команду ВДВ. Желание служить? Есть. Предварительная норма призыва установлена в количестве 1318 человек. На территории республики действуют призывные комиссии в 26 муниципальных районах и городских округах. С города Канаша, Канашского и Янтиковского районов на службу должны отправиться 150 юношей. Стоит отметить, что военкомат перестроил работу в связи с коронавирусом. Организован пункт замера температуры и санобработки рук. При входе в здание каждого сотрудника или посетителя встречает медработник, который замеряет температуру и заносит данные в журнал. Если температура повышена, вход запрещают и прибывшему рекомендуют обратиться к специалистам. А в остальном процедура медосмотра стандартна. Ее ежегодно проходят 1000 молодых людей, прибывших по повестке в военкомат. Врачи предпринимают особые меры предосторожности. В каждом кабинете просят обрабатывать руки и надевать маски. Сотрудники военкомата, прошедшие специальный инструктаж, также придерживаются новым правилам, принятым для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Сколько семьи детей? Ну, сейчас, по идее, я один. А так было два. Ну, мама сколько детей родила? Двух. Значит, ты какой по счету в семье? Второй. Младший, да? Да. Младший из 2 детей. Отношения в семье какие? Нормально. Доброжелательные? Да. Для всех призывников этой весной обязательно тестирование на коронавирус.
Новобранцам выдаются медицинские маски, а после прибытия в часть они пройдут обязательный 2-недельный карантин. Отправка войска начнется после 20 мая. Уважаемые призывники и их родители, в соответствии указа президента Российской Федерации с 1 апреля по 15 июля весенняя призывная кампания. Медицинские комиссии и призывную комиссию военный комиссариат города Канаш приступает с 12 мая. Обращаюсь к вам, чтобы мы исключили совместно заболевание от коронавируса. Просьба призывникам к нам прибывать в масках, резиновые перчатки. Если же какие-то симптомы у вас есть, они в телевидении всегда показываются, говорится. Температура, сухая, кашель. Желательно к нам лучше не приходить. Позвонить по телефону 4 18 34, предупредить, обратиться в городские районные свои больницы. Министерством обороны Российской Федерации, Центральным военным округом делается очень много, чтобы исключить заболевания военнослужащих и призывников. Нам еще предстоит взять анализ во время прохождения медицинской комиссии на коронавирус. В ходе призывной комиссии мы расскажем и покажем порядок работы, организации взаимодействия со всеми структурами, в частности, городскими и районными больницами. Доведем требования до призывников. Дорогие ветераны, с Днем Победы! Спасибо вам за мирное небо над головой. А на этом наш выпуск завершен. Берегите себя. Удачной вам недели. До свидания. Бережем семейный бюджет с магазином низких цен «Светофор». Товары бытового спроса и продукты питания по ценам от производителя. Канашцы и гости города по праву оценили этот магазин. Здесь можно найти любую продукцию, начиная от салфеток и кончая бытовой техникой. Электрические духовки, чайники, утюги непременно прослужат долгие годы. И что немаловажно, цены в разы ниже, чем в других торговых точках. Скажем, Юрий бывает в Канаше раз в месяц и все необходимое закупает именно здесь. У нас намечается мероприятие, на работу мы едем, на воздухе будем работать, на природе, то есть. И вот набрали чайник, воды взяли, квас, печенье, кофе, все, что пригодится, консервы. Здесь цены доступны, поэтому сюда и приехали. Вот, площади большие, большой ассортимент, можно разъехаться, машину куда угодно поставить, места достаточно. А самое главное, цены хорошие. «Светофор» всегда радушно встречает своих гостей. Здесь и привлекательный персонал, и полки ломятся от изобилия. Крупы, консервные изделия, мясная и рыбная продукция, полуфабрикаты на все случаи жизни. Большой выбор бытовой химии и чистящих средств, игрушек. Хозяйки высоко оценивают кухонную утварь и посуду. Уже стало закономерностью, что в «Светофоре» покупки делаются большими объемами, так как цены привлекательны, и каждый получает реальную экономию в сравнении с другими магазинами. Уважаемые жители города Канаша, Канашского района и близлежащих районов, приглашаем вас за покупками в магазин «Светофор». У нас цены ниже среднерыночных на 20-30%. Также мы предлагаем акции, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Магазин «Светофор» напрямую сотрудничает с производителями, поэтому у нас такие выгодные цены. Гипермаркет «Светофор» идет в ногу со временем, готовя все необходимое к каждому сезону. Как-то сюда пришла, мне понравилась продукция здесь, то, что здесь выбора много. И это меня привлекло. И игрушки, и вкусняшки, все покупаем здесь. Приходите сюда почаще, здесь выбора много. И все, свежее. Ни разу не видела просрочки в этом магазине. Как покупаю, всегда все свежее.
Ну, здесь большой выбор, ассортимент. Потом цены такие приемлемые. Особенно актуально то, что сейчас садовые работы идут. Очень даже приятно взять, допустим, колбасы с собой. То есть котлеты есть, пельмени, также есть кетчупы, майонезы. Все это вот как раз актуально в летний период. Цены ниже, покупатели довольнее. Данное выражение без сомнения можно отнести к светофору. Здесь приемлемые цены. Почти каждую неделю я бываю. Обслужим нормальные товары, все есть. Не надо ничего искать. Знать, где лежит, все можно найти. Предлагаем новые акции. Горбуша свежемороженая 1 килограмм 159,90. Свинина охлажденная 1 килограмм 169,90. Сервелат зернистый 1 килограмм 159,90. Совершайте умные покупки в магазине «Светофор». Экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Ждем вас ежедневно. Город Канаш, Котовского, 4.